Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является только юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии является неверным. Северо-запад в этногенезе башкир сыграл не менее важную роль, чем юго-восток. И тому примером история башкирского рода Еней. Башкиры рода Еней ныне проживают на территории Краснокамского, Илишевского, Туймазинского, Буздякского, Давлекановского районов республики, а также в ряде сел Агрызского и Актанышского районов Республики Татарстан. По мнению большинства исследователей, древнейшим источником по истории и происхождению племени Еней является сочинение Константина Багрянародного об управлении империей. Константин Багрянародный или Парфирородный, византийский император из Македонской династии, царствовал с 913 по 959 год. В то время Восточно-Римскую или Византийскую империю окружала цепь враждебных народов и государств. С юга ее теснил арабский халифат, с запада – болгарское царство, с севера угрожали печенеги, русы, агузы и хазары. И вот среди этого сонма северных народов появляется еще один – венгры. Теснимые печенегами и другими тюркскими племенами, они переселяются из Приуралья в Центральную Европу. Здесь они становятся предметом внимания со стороны просвещенного византийского императора, зафиксировавшего племенной состав Венгерской Орды. Первый этот от хазар отколовшийся вышеназванный род Каваров, второй род Неки, третий Мегери, четвертый Курту-Гермат, пятый Тариана, шестой Генах, седьмой Кари, восьмой Каси. Константин Багрянародный об управлении империей, X век. В записях Константина Багрянародного в списке древнемадьярских племен упоминаются племена Ярмат и Джино. То есть здесь прослеживается историческая параллель с древнебашкирскими племенами Юрматы и Еней. Необходимо сказать, что в науке сложилось такое мнение, что племена Еней и Джино, они все-таки имеют общую древнюю этническую историю и в древности развивались вместе. Упомянутый Константином Багрянародным род Мегери соответствует современному написанию самоназвания венгров «мадьяр». Гермата соответствует башкирскому племени Юрмате и венгерскому Дьярмат. Генах – башкирскому племени Еней и венгерскому Енё. Венгерский историк Эрик Мальнар писал по этому поводу. Памятником влившихся в башкирский народ венгров являются племенные наименования, сохранившиеся до недавнего прошлого в Башкирии, Еней и Юрмат, объединившие оставшихся соплеменников двух венгерских племен времен занятия современной территории Венгрии по названию Енё и Дьярмат. Эрик Мальнар. Проблемы этногенеза и древней истории венгерского народа. Эрик Мольнар пишет о башкирских наименованиях Еней и Юрматы как о сохранявшихся до недавнего времени. На самом деле, данные названия живы и по сей день. Они употребляются в живой речи, их содержание прекрасно осознается живыми носителями данных этнонимов. Аул Саузбаш Краснокамского района Башкортостана является коренным селением башкир рода Еней. В местной школе идет урок по истории родного края, затем небольшая театрализованная постановка, посвященная памяти односельчан, участвовавших в Великой Отечественной войне. И, наконец, небольшой концерт, подготовленный самими учащимися.
шыққан мәгълүматлар бойынша безнең Савызбаш халкы ул Янәй руына килеп терәлә инде. Янәй дигән сүзнең аның үзенең безнең якларда йөргән риваятлар бар. Бер Янәй дигән кеше бу якларга ауга чыккан, булан атарга. Аның 2 эте булган. Һәм бу инде исәпләп килгән. Кайда мына шушы буланга атып ул егыла, шунда мин авыл курачакмын дигән. Һәм буланны аткан, булан аткан җиргә моның 2 эте дә барып ятканнар һәм шул җиргә инде ул төпләнеп калган. Һәм шуннан ул авыл Янәй Иткина дип аталган. Яки инде безнең әйткәндә инде Иске Җәнәй авылы. Схожий вариант легенды был опубликован в журнале «Шура» в 1909 году под названием «Еней Бабай». Из предания можно заключить, что ее героем является башкир рода Еней по имени Иткинья, почему основанный им аул получил название Еней Иткина. Безнең чөнки үзебезнең авыл бу Савызбаш авылы инде аның элекке исеме Яңа Җәнәй дип атала. Башкортчалап әйтсәк инде Еней. Һәм бездән ерак түгел, безнең авыл биләмәсенә кергән Иске Җәнәй дигән авыл бар иде. Шушы элекке Иске Җәнәй урамны ул Идел елгасы, или Агыйдел дибез инде без, елгасы буенда урнашкан иде. Аны ел сайын язгы ташкын вакытында су баса торган булган һәм аның халкының бер өлеше инде менә шу хәзерге безнең Савызбаш җиренә килеп төпләнгәннәр. На картах XVIII века в устье Агидели действительно можно найти аул Еней. Таким образом, можно констатировать, что енейцы жили на данной территории с давних времен, что подтверждают не только карты, но и письменные документы. В документах ревизии 1859 года читаем: Мензелинского уезда 18-го башкирского кантона 13-й юрты деревни Еней, выселок Иткина, тоже башкиры. Всего 137 человек. Несмотря на бытующие легенды, местная интеллигенция отчетливо представляет себе проблему происхождения башкир-енейцев. Бер генә фикер әле бу турда әлбәттә юк инде, ләкин үземнең тарихи мәгълүматлардан укыганым бар инде. Безнең шушы Янәй руының җепләре чыннан да мадьярларга килеп тоташа. Һәм безнең менә телдә дә охшашлык бар диләр инде, кайбер культурабызда да ниндирсә охшашлык сизелә инде. Проблема башкиро-венгерского родства не получила своего окончательного решения до сего дня. Тем не менее, параллели в родовой структуре венгров и башкир никем не подвергаются сомнению. В XIII веке венгерский монах Рихард написал папе римскому Григорию IX доклад. Найдено было в истории венгров, что есть будто бы другая Венгрия, старейшая, из которой вышло когда-то 7 вождей со своими народами искать себе место для жительства. После того, как они прошли и разрушили много царств, пришли они наконец в страну, которая ныне зовется Венгрия. Рихард описывал предысторию венгерского народа, заставившую европейских венгров искать свою прародину на Востоке. В 30-е годы XIII века на поиски восточных венгров отправились 4 венгерских монаха-доминиканца. 3 из них погибли, но 4-му, Отто, удалось получить сведения о пути к так называемой Магна-Хунгарии, то есть Великой Венгрии, и вернуться на родину после 3-летних странствий. Несмотря на то, что Отто через 8 дней после возвращения скончался, он успел поделиться этими сведениями со своей братьей. На восток отправляется еще несколько венгерских монахов, из которых до Великой Венгрии дошел лишь брат Юлиан. Выступив из Будапешта, он добрался до Константинополя. Затем на судне переправился через Черное море, достиг Алании, а оттуда вверх по Волге дошел до Волжской Булгарии. Рихард пишет:
Великая Булгария, великое и могущественное царство с богатыми городами, но все там язычники. В одном большом городе той же области брат нашел одну венгерскую женщину. Она указала брату пути, по которым ему надо идти, утверждая, что через 2 дневки он без сомнения может найти тех венгров, которых ищет. Так и случилось, ибо нашел он их близ большой реки Этиль. Те, увидев его и узнав, что он венгр, немало радовались его прибытию, так как язык у них совершенно венгерский. Тем не менее, получилось так, что в процессе вхождения на эту территорию кыпчакских, других тюркских племен, в процессе образования башкирского народа, угорский язык, видимо, был этими племенами утерян, и язык стал этих племен тюркским. Где нашел Юлиан искомых восточных венгров на берегах Волги, Камы или Белой? Об этом до сих пор спорят ученые и не могут найти однозначного ответа. Ведь гидронимом Этиль могли обозначаться все 3 названные реки. Так или иначе, большая часть енейских селений сегодня располагается вдоль берегов Камы и Белой на территории Татарстана. Одно из них село Исенбаево в Агрызском районе названной республики. Біздің бабаларымыздың бик күптәнгі мына шушы шәҗәрә башы әйтергә кирәк, мадиярларга барып тоташкан. Чөнки мадиярлар алар хәзерге венгер кабиләләренең бабалары булып торалар. Казылы менә шушы каберлекләрне качып караган вакытта юлалар буенча, күмү юлалары буенча хәзерге венгерларның бабаларының күмү юлалары белән безнекеләр тәңгәл килгән. Һәм менә шушында безнең бабаларыбыз сөйләвенчә монда без аларны венгерлар дип белмибез, мадиярлар. Менә мадиярлар яшәгән дигән менә шундый риваятләрне ишеткәнем бар. К моменту прибытия на Волгу миссии Юлиана, так называемые восточные венгры, по всей видимости, уже давно были частью башкирского народа, однако еще помнившие венгерский язык. Монах Юлиан пришел на территорию, скорее всего, современного западного Башкортостана и обнаружил там потомков тех древнемадьярских племен Енея, Юрмато, которые еще хранили память о венгерском языке, но уже были башкирами. Примерно через 80 лет после Юлиана в Приуралье отправился другой монах, Иоганко-венгр. Но он уже не обнаружил там никаких венгров, а лишь государя всей Баскардии, зараженного сарацинским заблуждением, то есть мусульманского правителя всей Башкирии и его мусульманских подданных. После присоединения к русскому государству башкирские родовые подразделения получили от царского правительства жалованные и оберегательные грамоты, в которых указывались их границы и вотчины. Вот одна из них. Лето 7148, то есть 1640 года, марта в 3-й день били челом государю-царю великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси. А воеводе Ивану Ивановичу Салтыкову подали челобитную Уфимского уезду. Енейская волости, есашные башкирцы Янбатычка Кудабахтин сын, Магазячка Байбахтин сын с товарищи. А в челобитной их написано: «Вотчина дедов и отцов их, вниз по Ику реке, по обе стороны бортные ухожие и всякие зверевые ловли и с озер». Одним из крупнейших енейских селений был аул Ушар, называвшийся по-русски деревней Семиостровой и состоявший из 3 аймаков – большого, среднего и малого. Данное поселение было настолько большим, что во второй половине XIX века была образована отдельная Семиостровская волость. К сожалению, в связи со строительством Нижнекамского водохранилища многие башкирские селения Енейской волости – Ушар, Еней-Иткино, Сафар, Азиаба – ушли под воду. От затопленных башкирских селений остались лишь документы, проливающие свет на их происхождение и границы их владений. Башкиры деревни Семиостровой или Ушар в 1669 году получили грамоту, в которой говорилось: «Били челом государю и великому князю Алексею Михайловичу Енейской волости башкирцы Еналейка Едигаров с товарищи, а в челобитии их написано:
Вотчина их старинная дедов и отцов их по Каме-реке, по обе стороны верхняя межа по речке Побую, по речке по Амзе, вниз по реке Каме, по обе стороны, да по речке Белой, по обе стороны. А платит Дионис той вотчины великому государю Исаку 65 куниц да 22 батмана меду. Таким образом, территория Енейской волости включала в себя нижнее течение рек Ик, Белая и Кама. В силу своего топографического положения она была объектом усиленной правительственной и крестьянской колонизации, что вынуждало енеев участвовать в башкирских восстаниях. Мулла Енейской волости Мухаммед Якупов был одним из предводителей повстанцев во время Алдар-Кучумовского бунта. В то же время енейцы в составе отрядов башкирского войска участвовали во многих военных походах русской армии против внешнего противника. Например, в польский поход 1771-1772 года. Они отправили 130 воинов из команд старшин Енейской волости Шарипа Айдарова и Гали Ермухаметова. Так получилось, что большинство енейских селений Башкортостана расположено за пределами своих родовых территорий. На своей вотчинной земле остались лишь 5 деревень вдоль рек Белая и Сюнь. Остальные на территории Татарстана. Река Кама и нижнее течение Белой стали своеобразной Берлинской стеной, разделившей ряд западных башкирских родов на две части, ибо именно по этим рекам проходит административная граница между Татарстаном и Башкортостаном. Саузово и Саузбаш некогда входили в Малый Аймак Семиостровской волости, то есть составляли с жителями аула Ушар или Семиострова единую общину. Если взглянуть в ревизские сказки, то в них увидим, что, например, Ушар был крупным селом уже в 1816 году, насчитывавшим более 700 человек. Все жители башкиры. Такими же селениями был аул Сауз и Саузбаш. Жер жетмеу арқасында 19 ғасыр ұзақларында қазіргі Шалманарат Оқтаныш районына кірейінді ол Татарстанның әлік Минзәлә уезды Уфа губерниясына кірген Шалманарат, Шәбіз, Үшер ауылларынан енді жер жетмеу арқасында бұл яқларға көшіп келген халықлар екінші үшін тәшкілдеп тұрайын енді біздің ауылның кішілерін түпкілден. Һәм менің енді өзімнің нәсілімнің жеплері енді шушы Шалманарат ауылына келіп тұралар. Чөнки менің әтиемнің әтисе Мөхәммәд Газиз баба енді шул ауылдан жирәбәгә тигән өлешкә шушы яққа келіп шыққан. Ең бірінші шушы ауылны негізләүче кешеләрнең берсе булган. Действительно, по документам выясняется, что Миникаевы проживали в селении Чалманарат. В документе 1848 года значится имя башкира, названного села Дин Мухаммеда Миникаева с его родовой тамгой. Миникаевлар нәселе бик борынгы нәселләрдән килә. Безнең ырыбыз Янәй ырыбы, агасыбыз Кайын, тамгабыз Сәнәк, суыбыз Шулман, кышыбыз Тургай, ораныбыз Салават. Минем әти сөйләвенчә, безнең нәселебез Минзәлә иязы, Уфа губернасы Шалманарат авылынан килеп чыкканнар. Селения Чалманарат, Ушар, Шабыз, Сауз, Саузбаш и другие составляли одну кровно-родственную енейскую волость, о чем свидетельствуют документы. Башкирцы 12-го кантона деревни Чалманарат, Гильван Гузаиров, Мухаммед Садык Исламгулов и прочие объясняли, что они по праву одноводчинничества в енейской волости с давнего времени владели земельными угодьями и рыбными ловлями. Однако потомки переселенцев с противоположного берега, теперь являющегося территорией Татарстана, ошибочно считают себя татарами. Безнең шушы яңа Җәнәй авылы ике өлештән торган. Бер өлеше башкорт, бер өлеше татар булган. Татар ышы, башкорт ышы дип аталган инде. Татар дип әйтмәгәннәр, типтәр ышы дип. Башкортлар җирле булган, типтәрләр җирсезрәк булган инде. Алар күчеп килүчеләр булганнар. Нишләптер аларның телләре бер булган, типтәрләрнең дә, башкортларның да.
Шунсы бұл тарихшылар үшін әлі бұны ашықлысы бар. Нешек типтерде башқұртта бір тілде сөйлешкенлер алар. Алар бәлки ол типтерлер жерсіз қалған башқұртлар болғанлардыр. Енейцы не только принимали на свои земли башкир-припущенников и типтярий, но и зачастую сами ими становились. Например, в XVIII веке множество енейцев переселилось на территорию башкир-канлинской и еланской властей, где со временем оказались в составе типтярского сословия. Ныне на территории Буздякского, Давлекановского, Туймазинского районов проживает множество их потомков. Сауыз башқалқының бір үліші өзін башқұрт деп сәплешіннен да. Мына шушы жәней өзлерінің шын жәней аруыннан шыққанлары. Ләкин бізде қазір Татарстан яғынан көшіп келген кішілер бар. Олар өзлері Татария территориясына көшкеш енді, шуңа көре өзлерінің нәсіл жіплерін, өзлерінің аруларын әлі біліп бітірмейлер, видимо, енді һәм өзлерін татар деп санаушылар да бар. До революции весь восток Татарстана административно входил в состав Уфимского уезда, а сословно в состав территории башкирского войска. Границы, образованные в 1920 году татарской АССР, были прочерчены без учета этнографических реалий. В результате 200 тысяч башкир Мензелинского, Сарапульского, Бугульминского и Елабужского уездов вошли в состав соседней республики. Например, башкиры Тугусской Тюбы Енейской волости обитают в селе Исенбаево Агрызского района Татарстана. Ауылға негіз салушы Исен қарт. Башқырт, аталайын башқырт қарты бола, аның вотчина жерлері бола. Исенбай өзегіне түгел. Исенбайдан 60 километр ераклықта Удмуртия шиклеріне қадар, Ижевский шиклеріне қадар, һәм он яқтан, Исенбайдан он яқта Каракулина, Удмуртияның Каракулинаны кіртіп, һәм шылай оқ, әгірже районға баратырған Чикалда, ауылын ескі Чикалда, яңа Чикалда, ауылларын кіртіп, Исенбай қартының вотчина жерлері бола. Исенбаево всегда являлось одним из крупнейших селений башкир рода Еней. Сегодня здесь проживает 976 человек. Однако в ревизских сказках 1859 года читаем: в Вятской губернии Сарапульского уезда 17-го башкирского кантона 5-й юрты деревни Исенбаевой, башкирцы. Мужского пола 527 душ, женского 523. Всего 1050 человек. Исенбаевцы имеют давние родственные связи с жителями енейских сел на левом берегу Камы, Саузово и Саузбаш. Исенбайдан шыққан бар, Сауыз ауылында бар міне қазіргі вақытта. Біз атыбыз енді аряқ дейбіз енді. Камының аряғын біз аряқ деп атыбыз, олар бізді Камының бұяғын бізді аряқ деп атылар. Сауызда, андан соң тағын Сауыздан Исенбайда кішілер бар. Исенбайдан Сауызда бик көп бізден кеткен кішілер бар. Ирлері де бар, қатын қызлары да бар. Әлайғына түгіл 3-4 ауыл. Менің хатырымда қал. Міне менің өзімнің әбей Сауызнықы, әтинің әнесі Сауыздықтан келген мында. Саузовцы временами переселялись в Исенбаево, исенбаевцы в Саузово, становясь таким образом припущенниками. Переселялись также безземельные башкиры других властей, становясь типтярами. Но по сути дела и те, и другие были представителями одного башкирского народа. Ауылның бұяқ үліші башқұртлар аталған. Ауылның бұяқ үліші типтерлер деп аталған. Яғни типтерлер түрлі халықлар яшаған. Келіп урнашқан деген мәғнәні аңлатады. Типтер, тибілген. Қояндар келген, тибілген, қояндар келіп урнашқан. Бұяғында башқұртлар, мына бұяқта бар Аль-Фарисовлар, бұяқта бар Тутиевлар, фамилиялар. Нәтижесібіз енді ауылның өзінің тарихы бек зор. Изленерге. Таким образом, ввиду целого ряда ошибочных представлений, бытующих на уровне обыденного сознания, огромное число северо-западных башкир ассоциируют себя с татарским этносом, что противоречит историческим данным. Однако ставшие доступными архивные данные и пробудившийся интерес к прошлому выводят людей из состояния беспамятства.
тіліміз төньяк күнбатыш башқұртларына кіре. Çünkü biz hazır мен өзім оқытушы кіші. Шуңа күрә hazır тілімні мен әдәби тілге сөйлештім. Біздің яқта бұлай. Біднің, сіднің, бұдау деп сөйлешу ол түптен келген. Шуңа күрә енді мен ойлаймын да, шыннан да біз шул жәней ұруы башқұртларына кіргенбіздір дейді. Башкиры рода Еней населяют деревни Саус и Саусбаш Краснокамского, Зяйлева, Кипчакова, Турачи и Лишевского района, село Чапаево Давлекановского района, Шланлыкуль, Старый Шигай, Старые Богады Буздякского района, Кокрыбаш, Нижние Бишенды, Туймазинского района Республики Башкортостан. А в Агрызском районе Татарстана они населяют аулы Исенбай, Кадыбаш, Утиган, Касай. В Актанышском районе к их селениям относятся такие села и деревни, как Адай, Бугады, Новые Бугады, Буаскуль, Калмаш, Султангул, Сууксы, Нижние Верхние Урьеды, Чалманарат, Шабыс. Башкирский род Еней имеет уникальную историю, уходящую своими корнями в эпоху Великой Венгрии. Среди самих венгров данное родовое деление кануло в лету, вследствие чего уже не осталось людей, могущих с гордостью сказать «я из племени Еней». Среди башкир такие люди есть. Их порядка 20 селений по обе стороны Камы и Белой. Было бы желание помнить об этом, изучать и беречь собственную историю.